Ну, понимаете, мне немножко трудновато ответить. Дело в том, что я не юрист. Ну, насколько я знаю, Генеральная прокуратура, он под юрисдикцией, наверное, президента, судьи, юрисдикции. Ну тогда, раз он под юрисдикцией, его вообще-то назначает же президент же, да, сколько я знаю. Если это так, то я думаю, Ну, трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что здесь задействованы, честно говоря, два лица. Это и министр здравоохранения, насколько я знаю, его тоже был назначен самим президентом, генерального прокурора тоже был назначен. И я просто подумал, вот, вернее, президент, наверное, посчитал, что чтобы вот это их противостояние не переросло, ну, как бы, э, и как бы не расшатал существующую политическую систему, может быть, он поэтому принял такое решение, чтобы освободить, и я насколько помню, и первого, и второго, да, и министра здравоохранения, и генерального прокурора от занимаемой должности. Может быть, вследствие этого он и принял такое решение. Больше я ничего не могу сказать. ну тут как бы обсуждается теория, что вот Кадыр Бишиналиев вот как человек Садыра Джапарова М, очень весьма пренебрежительно относился к заявлениям со стороны Глушева и говорил, что мгм. ему все равно на его решение. То есть, А, может быть, это внутреннее, как бы, внутреннее противостояние. ну, согласен, да, я тоже имел в виду, что чтобы вот это внутреннее противостояние, а все-таки эти лица назначенные, то есть они как бы исполняют власть, нынешнюю власть, и поэтому, чтобы вот такое она не переросло, как бы в адрес друг другу там нелицеприятное, честно говоря, высказываний, чтобы не было, он, может, поэтому принял такое заявление. Что касается министра здравоохранения, да, действительно, средства массовой информации очень много было каких-то отзывов, скажем так, негативных отзывов и со стороны гражданского общества, и со стороны средств массовой информации по поводу его поведения и каких-то резких заявлений. Хотя, с другой стороны, есть же какие-то моменты, которые он, ну, как бы, реформы, я имею в виду, он предпринял определенную реформу, как бы вернул в государство те учреждения, которые находились в руках частных лиц. Ну, есть и плюсы и минусы. Но больше, скорее всего, наверное, вот у общественного мнения об этом человеке сложились негативные стороны, и поэтому, тем более, как вы говорите, если он заявил о том, что он имеет как бы близкое отношение с самим президентом, может быть, поэтому и глава государства принял вот такое решение освободить как и первого, так и второго лица. Ведь там же речь идет о том, что чтобы объективно прошло расследование, да, не было давления ни с одной стороны, но имеется ни с Генеральной прокуратуры, и ни со стороны министра здравоохранения, который имеет, как говорится, ближе доступа к власти. Может быть, вот поэтому и было принято такое решение. Но мы же знаем, что у нас очень часто хорошо работает и качественно работает телефонное право, да, когда методом звонка, даже официально не находясь на работе, можно решить. Ну да, это же как бы неписанная сторона, конечно, тут Мгм. как бы факта как такого не было, но это у нас существует, никто его не отменял, я Мгм. согласен. И это такие, наверное, механизмы, наверное, действуют. А как быть в ситуации, если вот удастся доказать вот виновность Алым-Кадыра Бишиналиева или наоборот невиновность? Как в этой ситуации вот должен себя чувствовать генпрокурор, который собирал кучу всего и в итоге там доказано или нет? То есть Ну, чутко здесь противоположное можно же. одно можно сказать, что если его, как говорится, обвинение не обосновано, ну, по отношению к Мгм. министра здравоохранения, то, значит, тут какие-то личные мотивы были, а не интересы государства, стороны министра здравоохранения. Значит, личные какие-то обиды были, и поэтому были предприняты такие действия. А если были доказаны, там же речь идет о миллиардах, да, каких-то суммах, затратах,
то, значит, он действовал в рамках позволенного законом, скажем, действия и, скажем, возбудил, как говорится, то есть задержал его на определенный, на месяц, да, вроде бы, заключением, да. То, значит, он в рамках закона действовал, правильно действовал. Ну, следствие покажет. То есть мы же ждем, тоже посмотрим, и к какому результату это все придет. А ожидает ли политический бумонт еще какая-нибудь подобная встряска или нет? Или тут Ромка Дробишнелев был самым известным? Потому что Да в нет, рамках его дела еще будут допрашивать бывшего премьер-министра этого Марипова. Марипов, да, Да, и Артема Новикова будут допрашивать. Тоже потому что он был начальником штаба по борьбе с COVID-19. Ну, раз такое резонансное дело, и эти люди в то время, наверное, находились у власти, ведь они же тоже принимали решение о закупке этих лекарств. И поэтому я считаю, что это нормальное явление, что их тоже ответственность. Ну, а потом там следствие выявит, есть ли у них вина или нет вины, как бы, в таком плане. А то, что ждать каких-то политических этих, да вряд ли, потому что эти люди, ни один из них не находится, скажем, в оппозиции по отношению к власти существующей, и поэтому вряд ли какое-то политическое что-то может произойти.